С огромной остротой на съезде встал вопрос о государственном суверенитете Российской Федерации. Уважаемые депутаты, на нас с вами лежит огромная ответственность. Нам необходимо принять действенные решения как в отношении суверенитета нашей республики, так и в отношении установления советской власти. Мы должны здесь, на первом съезде, заявить, что развитие политического процесса в России пойдет через суверенитет народа. Чеченцам пришлось драться за жизнь. Россия готовила новый геноцид чеченцев под видом депортации. 12 июня 1990 года Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, в которой впервые широко обнародовано о правах колониальных народов СССР на свой суверенитет и независимость. Согласно положению этой декларации, преамбула, а также часть 4 и 5 автономным республикам, в свое время насильственно присоединенным к РСФСР в советский период, теперь давали широкие права, в том числе вплоть до провозглашения своего суверенитета и построения своего независимого государственного образования. То есть фактически предоставлялось даже право изменить свой колониальный статус Российской империи, именуемой СССР. Сие значило, что Верховный Совет РСФСР признавал суверенитет любой нации, пожелавшей этого. В строгом соответствии с Ельциновской декларацией легитимный на тот период высший законодательный орган Чечено-Ингушской автономной Советской Социалистической Республики, Верховный Совет ЧССР во главе с его тогдашним председателем, первым секретарем Чечено-Ингушского рискома КПСС товарищем Доку Гапуровичем Завгаевым. 27 ноября 1990 года упраздняет статус автономности, советскости и социалистичности, преобразовывая Чечено-Ингушетию в новое государственное образование союзного статуса – Чечено-Ингушская республика, и провозглашает акт о государственном суверенитете Чечено-Ингушской республики, утвержденный впоследствии Верховным Советом РСФСР, высшим российским законодательным и легитимным органом того времени. Смотреть ведомости Верховный Совет РСФСР 1990-91 годы. Этими действиями Завгаев и депутаты возглавляемого им Верховного Совета Чечено-Ингушской Республики вызвали к себе, с одной стороны, огромное уважение среди коренного населения республики, заработали в народе высочайший авторитет новой войнавской власти, но с другой стороны были занесены в черный список истребительного окружения Горбачева. Справедливости ради надо сказать, что генерал советской армии Джохар Дудаев продолжал в это время нести государственную военную службу в одной из прибалтийских частей стратегической авиации Министерства обороны СССР. Первое. Разрешение на чеченский суверенитет дали никто иные, как Ельцин и Верховный Совет РСФСР. Большинство россиян должны об этом помнить. Второе. Автор чеченского сепаратизма Доку Гапурович Завгаев. Об этом россияне тоже должны знать. Смотреть бюллетень «Политический ландшафт России», 1995 год, январь. Н.В. Петров, «Чеченский кризис и российское государство».